Здравствуйте. Здравствуйте. Вахаджи Ильдаров в центр оформления пришел вместе с сыном. Он один из тех, для кого воинский долг не просто слова. Ему 42, много лет служил в Чечне. Сейчас решил подписать контракт и отправиться на СВО. И фельдшерские науки у меня есть, и водительские, и боевые. Все у меня науки есть. Я сам не молодой и немало отслужил. Сменить платье на военную форму намерена и Олеся Мартьянова. В послужном списке 6 лет службы по контракту на Сахалине и Камчатке. Что подтолкнуло к выбору профессии, отвечает по-военному коротко. Просто хочу служить, чтобы было все мирно, хорошо. Все. Каждый день Центр оформления на контрактную службу принимает десятки новых заявлений. Не последнюю роль играет и финансовая сторона. Так, в Татарстане республиканский ДОСААФ ввел разовую дополнительную выплату в 105 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам. Обязательные условия – наличие боевого опыта и необходимой специальности. Это водители, механики, водители гусеничной техники, операторы беспилотных летательных аппаратов, командиры танков, экипажей и граждане, которые ранее имели опыт боевых действий, которые своими знаниями могут поделиться и, соответственно, возглавить какое-нибудь небольшое отделение либо взвод. Таким образом, суммарно единоразовая выплата в Татарстане выросла до 300 тысяч рублей. 195 тысяч от Министерства обороны и 105 тысяч от республиканского ДОСААФ. Это не считая ежемесячной зарплаты. Как признаются сами контрактники, это все же не главное в их решении служить Родине. Свой долг как гражданина Российской Федерации чем-то помочь своей стране, ребятам, находящимся в зоне СВО. Там несправедливости много. Буквально вот недавно там прилетел, там ребенка убило 4-летнего. Наверное, это очень плохо. Ну, действительно нельзя уж. Остановить надо все. Получить дополнительную выплату в 105 тысяч рублей можно, заключив контракт до 18 августа. Вся подробная информация есть на сайте Герои Татарстана. Детали можно уточнить, позвонив на горячую линию 117 или в военкоматах по месту жительства. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань.